Всем здравствуйте, с вами Эльвира из Америки. Жаптапор или Жапагалам Елташлактин Дандана Эльвира Америка Гыч. Это видео о встрече со знаменитым или же известным человеком. Здесь я живу уже 21 год, здесь это в Америке, и очень много раз я летала в Россию к себе домой, особенно когда моя мама и мой брат второй старший был жив. Поэтому я как бы все свое время свободное и отдавала вот тем моментам, которые меня приближали к ним. А в жизни вообще все это временное, и я после потери родной сестры и отца поняла, что когда живешь, нужно вот это вот время, тем более, когда родители престарелые, нужно вот это вот время очень использовать с любовью, больше проводить время с родителями. Так я и делала. И прилетала домой очень-очень-очень много раз. С 2007 года по 2014 год я домой прилетала вот 14 раз. В некоторый год это было даже 2 раза, а то и 3 раза. В аэропортах, в самолете я встречала таких очень интересных людей, известных людей. И вот такие вот встречи, они не ушли, не оставив, как говорится, след в моем сердце и в моем разуме, и это будет навсегда. В 2011 году, в марте месяце, я снова полетела в Россию. Я летела из Атланты в Москву, и в Атланте у меня есть такой любимый ресторанчик такой, испанский. Я перед вылетом всегда там останавливалась обедать. И вот я разговариваю по телефону со старшей дочерью, как всегда, как бы наставления оставляю, что там и как там во время моего отъезда. И тут, значит, я закончила разговаривать со своей старшей дочерью, положила трубку, и, значит, уже следующий столик сидел мужчина. Как только я положила трубку, этот мужчина мне, значит, говорит с таким акцентом: а это дочка? А я ему говорю: да. А вы шпион? Он мне говорит: нет, я американский астронавт. А я ему: это ж не каждый день встречаешь американского астронавта. Впрочем, я ему не поверила. И я ему сказала: ну, если вы американский астронавт, тогда я балерина Большого театра. И он такой: о, эти русские никогда не верят. А я ему: ах. Тут, значит, он мне достает фотографию. Он, значит, в своем НАСА в обмундировании, в НАСА-костюме. И я ему тут говорю: а это вы на Хэллоуин одевали? И тут, значит, он мне достает свою, значит, карту идентификационную. Это как вот, как кредитная карта. И показывает мне свою, значит, эту карточку. Я тут, значит, читаю, и написано все НАСА, имя, фамилия, год рождения, в общем, все-все-все. В общем, до меня дошло, что я на самом деле дело имею с настоящим американским астронавтом. Тут мне стало немножко стыдно, потому что я ему не поверила, и я извинилась перед ним, я сказала: I'm sorry. Это вот такое было знакомство. И зовут его вот Майкл Фойл. Оказалось так, что, в общем, мы летели с ним вместе в одном самолете Атланта-Москва. Когда я с ним разговаривала, в это время подошел какой-то другой мужчина, и он говорит: ну вот, теперь вы знаете 2 американских астронавтов, это, говорит, Майкл Бейкер. А я ему говорю: вообще-то я знаю теперь уже 3 вас.
Я говорю, в 2009 году я в Москве, когда летела из Москвы в Атланту, я также вот в аэропорту встретила Ти-Джей Крамер. Мы, значит, сели в этот самолет, который следовал Атланта-Москва. Вылетели мы. В самолете я, значит, поменяла свое сиденье, чтобы быть, значит, близко астронавтам. Надо сказать, что этот рейс Атланта-Москва, к сожалению, пришлось нам сесть в Канаде, потому что на борту оказалась больная женщина. И вот вместо 9 часов мы летели, в общем-то, 12 часов в Москву. 3 часа мы провели в Канаде. Эти 12 часов полета, ну, скажем, ну, из этих 12, может быть, вот 6 часов, я думала, у меня просто язык отвалится, потому что я разговаривала, я общалась, я получала огромное удовольствие от общения с такими вот умными, образованными людьми. Мистер Фойл рассказывал о своей жизни. Он вообще родился в Англии, закончил Кембриджский университет, рассказывал про отца, про родителей, о том, что отец написал книгу, рассказал, как он потерял друзей в автокатастрофе и про какие-то вот такие личные в прошлом моменты. Рассказывал, как он был на встрече с королевой Англии и с Елизаветой II. Рассказывал о том, как ему пришлось 6 раз подавать, чтобы он смог стать вот астронавтом Америки. Рассказывал про свой полет в космос. Конечно, это было вообще настолько завораживающе. Жаль, вот, что я не записала вот это вот наш разговор. Тогда вот я даже об этом не подумала. Но в память об этой встрече у меня вот есть фотография, где он написал на память Эльвире от мистера Майкла Фойла. Рассказывал о своих планах, о том, что он должен лететь уже после Москвы, значит, в Японию. Но это был 2011 март, и, как вы помните, тогда это вот произошла трагедия цунами в Японии, и я вот не знаю. Несмотря на то, что мистер Майкл Фойл был настолько высокообразованным, несмотря на то, что он там в космос летал 6 раз, наши положения как бы были очень разные, он не разговаривал со мной, не общался со мной, знаете, с таким гонором. За все это время общения, начиная вот с этого ресторана и до того момента, как вот мы прилетели в Москву и распрощались, я ни разу себя не почувствовала как бы униженной или же оскорбленной. Это было, знаете, настолько воспитанный, настолько культурный, настолько добрый, настолько мудрый. Вот такие вот люди, которые всегда, они дают пример в жизни. Именно вот таким человеком нужно быть добрым и порядочным, про которого не забудешь никогда.
В общем, эта встреча осталась очень глубоко в моем сердце. Всегда, иногда думаешь, как же так? Люди, когда вот такие высокого ранга, как бы, и в них, таких людях нет такого вот тщеславия или же какого-то вот гонора, такого неуважения к людям. А порой человек, он ничего в своей жизни не добился, а разговаривать с ним вообще невозможно. Дорогие друзья, я надеюсь, было вам интересно слушать мою историю, и, возможно, что-то вы подчеркнули интересное и нужное для себя из этой истории. Поэтому не забудьте нажать на знак с большим пальчиком, значит, лайкнуть по-другому, распространите мое видео. Также, кто еще не подписался на мой YouTube-канал, подписывайтесь. И до следующего раза. Будьте здоровы и счастливы. У меня много разных историй, поэтому у меня есть что вам рассказать. И все эти истории очень добрые, интересные, имеющие очень такое значение глубокое в жизни. Pagalama yoltaşlar, işanen kodam talanda келшен тиди эртеше истории нерген коллаж. Идам онда кугу парня палым темдалаш, лайкам шындаш идам онда вестюрленже. Киеша возалтын огыл моим YouTube каналышка возалца, моим видеом шараза. И тажада пелан лиза тендандын лиен Эльвира Америка гыч.